Всех приветствую на своем канале Лариса из Нюрнберга. Подписчики, как всегда, для вас поцелуйчик, сердечко. Да, мое путешествие закончилось. Оно было коротким, насыщенным. Даже эти, скажем, было 4 ночи и 3 дня. Очень прошли благотворно, позитивно, на положительных эмоциях. Я, конечно, готовилась внутренне, чтобы такая поездка осуществилась, скажем, очень давно. Мечтала, хотела, боялась, что не получится. Но подумала, конечно, пусть это будет маленький, но то, что я хочу. Это путешествие, то, что я хотела, то, что я себе желала. Быть самой собой и... То, что я уже столько времени пью антидепрессанты, психиатр, была уже у психолога, была на реабилитации, мне стало получше, я уже в том состоянии, что потихоньку могу, я чувствую, двигаться дальше. Поэтому, когда дети мне предложили, сказали: мама, давай, зимний период, январь, если ты хотела, я всегда говорила, это было мое желание. И дети мне, конечно, в этом очень помогли. Спасибо, мои дорогие, мои родные. Инна, Йоханнеса с моей снохой Эммануэлой. Вот, она тоже в этом принимала участие, моя дорогая сноха. Скажем, она у меня одна единственная, сын у меня один, у меня с ней очень хорошие отношения. Я к ним не лезу, не вмешиваюсь, ничего на своем опыте, это уже другая тема. Поэтому скажем так, что у меня очень хорошая сноха. И моя младшая дочь Александра, которая все это организовывала в смысле оплаты, в смысле она мне и чек-ин делала, и все она. Те 2 детей, как говорится, 2 детей, моя еще одна дочь Эммануэла, все это дали деньги, а она все оформляла. Вот, делала, присылала через свой email на мой, все. И поэтому можно сказать, никаких ни забот, ни хлопот у меня не было. Я чувствовала себя комфортно, что за мной, не надо мне самой что-то делать. Вот от этого стресса, конечно, было намного меньше, чтобы там заходить, что-то делать. Я знаю, что во время моего путешествия у меня появились еще зрители, даже подписчики, которые пришли на мой канал только из-за того, чтобы смотреть отели и мои путешествия. Я в будущем, конечно, если была бы такая возможность, с удовольствием, может, даже такое мое осуществится желание, потому что я думала, это не осуществится, а все-таки сбылась моя мечта. И хорошо, что я, как говорится, рискнула и полетела. Почему? Потому что это было как цепочка, из одного переходила в другое. И собирались, знаете, вот как цепь собирается, один с одним, да, вот так вот. И кроме того, что был отпуск, было то, что я познакомилась, тоже зашла на мой канал, очень, я ее сейчас называю моя фея, Виктория, которая мне посоветовала и предложила комплексы, где я могу снимать квартиры и отдыхать, вот, в периоды, когда я выберу. И потому что раньше я не знала, где, как, почему я в этом только в отелях отдыхала. И тут, получается, мое желание, как будто Вселенная услышала и начала мне вот эти подарки давать. И я иногда думаю, это со мной вообще происходит или не со мной? Я даже не думаю, как это все вместе, компактно все это получилось. Я очень этому довольна и рада, что я была, когда на Рея говорили хотя бы маленькими шажками, надо что-то делать. Не то, что надо, заставлять не надо, вот именно пробовать это делать. И так как я не очень еще переношу много людей, боюсь из-за панических атак, и этот отель для меня вообще был супер. Вы видели, кто смотрел мои видео, людей вообще в зимний период было мало. Но в самом отеле там было много людей. Отель был, можно сказать, полный. Это были
все бюргеры, скажем, Deutsche Bürger, были местные турки тоже там, и русскоговорящие тоже были. Я никогда не спрашивала, не лезла, если ко мне не подходили. Там, я один раз помогла в переводе, потому что была мама с дочкой, они не говорили на немецком языке, ни на турецком, ни на английском. Я им помогла в переводе, когда официант спрашивал, что вам пить принести. Он не мог понять, что надо красное вино. Они на русском переглядывались, я им, конечно, помогла. Если моя помощь нужна, я могу, я всегда рада помочь. Да, всю жизнь всем помогаю, только не самой себе. Наверное, пришла очередь самой себе тоже начинать. Я уже в этом всегда говорю, мотивирую, что не забывать про себя в первую очередь. Ну, у меня это осталось. Я помогаю всем. Стараюсь помогать. Это, наверное, у меня никогда не уйдет. Но стало больше сейчас себя тоже не забывать. И скажу о том, что все были такие семьи, немцы в пожилом возрасте. Много было, которые одни, те, которые муж с женой, а может и друг и с подругой. Всякое может быть. Местные на выходные я попала, приезжали туда с детьми. Было тихо, спокойно, естественно, никто не приставал, не лез, и что мне и нужно было. Помещения было много, и если было в полном, например, в ресторане очень много людей на ужине или там на обед, на завтраке не так, потому что я раньше всегда вставала, было меньше людей. А вот там было такое, я показывала в видео тоже, что и был другой зал, с выходом там на террасу, где курили. И там почти людей не было. Я себя комфортно чувствовала, выбирала любой столик, садилась и уже наслаждалась едой и видом на море. Вид моря это вообще шикарный. И я скажу, если говорить, я хотела вообще с другой темы начать, но я все равно начала с того, что многие ко мне пришли на канал тоже из-за отелей, поэтому я для них, конечно, расскажу, а потом хочу поговорить, когда я приехала домой, и вот уже получается третий день, я все старые видео пока, и у меня, конечно, кто знает, у кого хоть депрессия, не депрессия, кто как, все равно, когда ты приезжаешь с отпуска, у тебя надо настроиться, как всегда, почти до недели, чтобы прийти в себя. У меня было короткое время, но все равно с моими вот этими психологическими еще не всеми ушедшими до конца, а может и не уйдут никогда, но хотя бы мне лучше стало проблемами. Я это еще более остро прилетела домой, поняла, что ой, оттуда и сюда, и размышляла, в чем проблема. Но я хочу сначала об отеле сказать, чтобы тем, кому не интересно, вот эти всякие психологические штучки, мотивация, может быть, не захотят дальше смотреть. Что скажу об отеле? Отель мне очень понравился. В зимний период я первый раз. Я была шокирована в положительном смысле самим пляжем. Пляж только состоит из чистейшего мелкого песочка. И ты идешь по нему с наслаждением. Он такой плотненький, он не проваливается, ничего. Ты идешь, и вот наслаждение. Ни камушек, ничего. Хотя камушек, один сердечко я нашла. Я еще хотела его показать, но это в следующем видео. Сейчас не хочу его искать. Белый камушек. Вот у меня такая для меня традиция. Я их собираю. У меня их очень много. В виде сердечка. Камушки. Один я все-таки нашла. Вот. И для меня, конечно, лучше, что не было камней. Я заходила в море, я купалась. Я была не одна, та, которая, как говорится, зашла. И некоторые написали, ты что, сумасшедший в январе месяце купаться. Я с наслаждением окунулась. Оно для меня было не холодное, оно для меня было приятное. Да, когда заходишь, ощущения такие, что кажется прохладное, но я знала, что если я побуду в воде немножко, мое тело к этому привыкнет. И это было полное наслаждение. Я люблю больше, естественно, море, в бассейны я никогда не хожу. Я думала, я пойду в бассейн, но времени было очень мало, и мне было жалко тратить время на закрытый бассейн. Лучше я была возле моря, наслаждалась этим. И прогулки мои по этому большому шикарному пляжу тоже, кто не видел, посмотрите в предыдущих видео. Сам отель я уже вам говорила и писала Виктория, она лучше там все это знает, весь этот Авсалар. Отель работает круглый год, без перерыва. Они там, я видела, пытаются что-то реновировать, делают в данный момент тоже. Наверное, где людей
свободные комнаты, они видят, они делают, ну, как ремонт. Но в итоге, скажем, если кто-то хочет прям супер-пупер люксус отель, именно чтобы был люксус, а не именно там, как для меня было главное пляж, главное, да, еда, чтобы было нормально. Из-за этого я из-за моря туда иду. Охота, конечно, для кого-то люксуса, но меня это не помешало, что кое-что есть какие-то, только для меня были минусы, маленькие минусы. Немножечко можно было сделать ремонт в отеле. Чисто было, очень чисто. И даже я все время вешала, думала, я мало времени, зачем они будут убирать мой номер. И я повешала, естественно, на дверь такую, ну, как табличку, картинку, что не надо убирать. А в предпоследний день я просто как-то автоматически убрала. И я пришла, можно сказать, в последний день, они мне все равно все убрали. Ну, одну ночь мне надо было переспать, на следующий день уже в 5 утра мне трансфер должен был забрать. И они все равно убрали мою комнату. Это было очень приятно, вот, потому что я иногда думаю, может быть, они там смотрят по спискам. Некоторые отели есть такие, ей завтра улетать, убирать ничего не будем. Есть такое. Я на такое тоже нарывалась. А тут они мне все убрали, все чисто. Это большой плюс. Да, минус еще, если вы возьмете номер, который будет возле дороги, как у меня, потому что там проходит такая трасса. И главное, там очень движение, кто видео видел. Яша, без тебя никак, да? Яш, ну ты вот тогда, если проходишь, тогда скажи всем здравствуй, привет. Скажи, со мной все в порядке. Скучал, а теперь вот опять наглею. Вот, и да, я спросила специально, если чтобы потише было, надо с видом на море брать, тогда будет тишина. Тише. А вот как мне дали отель, тем более мне было всего на 4 ночи и 3 дня. На балкон, если ты выходишь, конечно, кто хочет расслабиться и посидеть на балконе, помешает движение вот этих вот автомобилей. Это тоже можно отнести к минусу, но, скажем, когда ты выходишь на море, и вот эти волны там, не слышишь ты этого, дороги этой. Вот. Что еще? Питание нормальное. Каждый день, естественно, была рыба, и дорадо, и форель. Рыба была не только жареная, гриль. Также она была и в сливочном пареная рыба. Салаты, как всегда в отелях. Это в зимний период. Я думаю, что в летний будет еще больше выбора. Сладости, все как и везде, нормальные. Сладости, торты, пирожные, печеная, теплая пиццу они сами при мне пекли. Пите, которое мне понравилось, со шпинатом, прелесть. Я хвалила повара, мне вообще нравится, когда мужчины готовят. Вот, и такой был с колпаком, такой симпатичный турок. Он там выпекал эти пиццы, все разные сорта пицц, все в горячем виде, все вкусненько. Вот, говядина была каждый день, баранина была тоже, потому что был тут же гарнир с говядиной, также была и баранина. Я люблю все, я уже говорила, я как хищник, рауптир, и я люблю покушать. Можно даже сказать, что я отношу себя немножко к гурманам. Почему? Я готова пробовать все. Некоторые вещи, конечно, для меня есть такие, что из брезгливости я не попробую, а большинство готова к любым предложениям попробовать. И мне нравится еда. Ну, по мне видно. Ну, я один раз живу, я знаю, что надо иметь какую-то границу все равно, но я экстра на диетах, может, в жизни своей пару раз была, и мне это совершенно не понравилось. Почему? Потому что еда тоже приносит мне удовольствие. Вот. А тем более ты, когда приезжаешь в отель, и там тебе не готовить не надо, ничего, ты спокойно зашел и выбрал себе, что хочешь. Поэтому я наслаждалась едой. Наслаждалась. Вот. Но остальное мне понравилось. Я не говорю, какие там территория маленькая, тоже это надо знать.
Туда приехать просто отдыхать. Там были какие-то вечера, вот, может, летом больше всяких. Я у фотографа спрашивала, там были всякие, может, какие-то вечером идут, и дискотеки, и все. Я туда не ходила, мне это как-то неинтересно, хотя с любопытством могла пойти посмотреть, но не хотела. Не знаю почему, не готова я была еще к этому. Что еще? Фотограф сказал, да, летом, конечно, они там на пляже и баскетбол, там волейбол, все это делают, всякие аниматоры. Зимний период, он и есть зимний период, некоторые отели вообще все позакрыты. Вот, и что-то, наверное, делается, но не в такие, если кто-то хочет ехать только, скажем, каждый день там хали-гали делать, я думаю, что это не тот отель, это более отель для такого, более хорошего, более спокойного, размеренного отдыха, без шума, гамма. Вот. Разные отели, поэтому выбирайте сами. Как раз с моими, как говорится, психологическими проблемами этот отель был идеальный. Он был спокойный, он был такой тихий, добрый. Персонал вообще мне понравился. Я как только прилетела, ночь была, пока добрались. Там, естественно, трансфером, когда ты добираешься, был бусик, но в этом бусике люди, он был полный, что туда, что обратно, пока ты по дороге всех сначала развезешь, а потом заберешь. Естественно, время понадобится. Кто хочет быстрее, наверное, надо персональный приват-трансфер заказывать, чтобы это было быстрее, это логично. А так я знала, что это будет очень долго длиться. И в отель уже по турецкому времени я тоже не знала, что в Турции не переводят часы на зимний период, и 2 часа разница была. Когда я уже попала в отель, было 11 часов ночи, а прилетели мы, было 8 часов, а в 12 4 часа добирались до моего отеля, до моего, до отеля, в котором я отдыхала, да, Яшиков? Да, мой хороший. Вот, и был такой сразу же на ресепшн такой мужчина, он сразу же меня увидел, узнал по имени, ожидали, я одна прилетела в это время, и вот он ходил и все пел Лариса, Лариса, а мне так и смущало, и я немножко как диковатая за последние вот эти вот года какая-то вся с этой своей низкой самооценкой, думаю, господи, успокойся ты уже, но было смешно, он, конечно, они больше разговаривали там на немецком языке, на русском очень некоторые, но очень плохо, большинство немецкий язык. Они, наверное, специально такой персонал подбирают, большинство для, кто прилетает в отель, больше немцы. И больше на английском и на немецком языке. На русском были, вот, например, фотограф, он очень хорошо говорил на русском языке, молодец. А вот остальные, конечно, я с ними общалась только на немецком языке. Вот. Ну, например, конечно, мне понравилось. Я как будто там ожидала. Я стала какой-то более такой женщина, ко мне внимание. Что ты от меня хочешь? Чтобы я тебя погладила? Вот. Внимание ко мне. Я вам уже говорила в предыдущих видео, как один там все бегал возле меня, и он громко это говорил, но я не обижалась на него, у меня не было на него злобы или еще что-то. Яша, когда он Хюррем Султан кричал, и все на меня оглядывались, было видно, что люди просто воспринимают это как в положительной, да, форме. Никто не шушукает, не хихикает. Там были как раз, сидела, я помню, семья, турки местные были, еще кто-то. И он так это преподносил и кланялся передо мной. Но это было не в ехидной форме сделано. Это было, знаете, вот именно как вот, мы уже об этом иногда забываем, вот именно когда мужчина просто делает девушке, женщине все равно настоящий комплимент, без всяких вот этих издевок или какого-то, я не знаю, унижения. Это было приятно. И когда ты себя чувствуешь женщиной, то, естественно, это все как-то чувствуется какой-то, знаете, волна вот этого вот восприятия, самооценки, она поднимается. Когда мы ехали уже, забирали нас в трансфер, был мужчина моего возраста, турок. Я же тебя тоже люблю.
вот, то он вообще предложил мне сесть возле него. Я села, думаю, что мне там сзади, там, конечно... Что такое? Тебя гладить надо? Я на тебя внимания не обращаю. Ты вредина такая. Что такое? Успокойся, я тебе сейчас поговорю с моими дорогими людьми. А потом не веди себя хорошо, а то скажут, какой ты вредный, избалованный кот. Хорошо? Немножко посиди. И он, когда мне предложил, я там сидела рядом с ним, он мне сначала и кофе принес, когда останавливался в других отелях, забирал, потом чай. А в конце, когда я уже выходила, он мой специально чемодан самый последний мне дал и говорит, чтобы я ему телефон свой дала. И мне, конечно, я уже почувствовала, что он всю дорогу мне рассказывал, что-то говорил про все отели, про этот район, этот отель. 5 лет он работает, ездит, а вот именно что Алания Анталия, живет в Алании, Хусейн его зовут. Но я сказала, что у меня интернета нету, я не могу тебе дать никакой телефон, но он все равно меня остановил, чтобы я сфотографировала его номер телефона. Вот. Я, конечно, не позвоню ему не из-за того, что я прям он такой там не в моем вкусе или еще что-то, но он не в моем вкусе. Но, как сказать, естественно, я чувствовала себя такой, знаете, что я долго не чувствовала заботу какую-то, защиту, что ты вот в окружении внимания. И мне это, черт побери, понравилось, понимаете? Я еще не отошла, как говорится, от своего второго мужа, и никакие я никогда не планирую и не хочу отношений в данный момент, но это происходило как-то легко, автоматически, без всякого, знаете, что я кому-то что-то должна. Это исходило из-за него, и вот такое вот отношение нравится. Насчет отеля скажу, что я всегда люблю менять отели. В одном ошибочно мы были с моими дочками, она просто его бронировала, и я когда посмотрела, говорю, я здесь уже была, это был Сапфир, Конаклы. Но второй раз там я была 2 раза. Я всегда люблю новые отели, чтобы новые ощущения, посмотреть как и что. Не знаю, есть, конечно, какой бы отель. Вот если бы я там уже жила, да, Вселенная, ты меня услышишь, да, так и будет. Я бы, конечно, ездила и по отелям, и просто смотрела бы отели уже, скажем, без ночевок. А так заехать, посмотреть, как отель, что отель, как немножко, знаете, в таком направлении. Мне бы это нравилось. Вот такое бы, вот я всегда думаю, чем бы мне таким заниматься, чтобы меня это успокаивало, чтобы мне это было хорошо. Немножко еще прийти в себя, самооценку свою чуть-чуть еще поднять. Вот это направление мне нравится. Я бы с удовольствием делала обзоры отелей. Я теперь примерно понимаю, в каком бы я вот направлении была бы. И что бы я хотела делать. Так что, кто смотрит меня за счет отеля, если вы хотите спокойный, умеренный, хорошим пляжем, море, заход шикарный, хорошим питанием, можете смело туда ехать. Если же вы хотите каких-то, я не знаю, таких бурных ночей, бурной анимации, более большой территории, конечно, надо искать другой отель. Вот, ну, что я могу сказать? Насчет отеля скажу, что больше плюсов, чем минусов. Мне понравилось там. Я взяла специально тапочки с собой. Там было 2 пары на 2 человека рассчитывала. И взяла на память их. Я даже не знаю почему. Кто еще такое делает? Кто еще тапочки берет с отеля? Я взяла. Можно гостям предложить, кто ко мне придет, из детей. Скажем, на пару месяцев, если ходить, никто пойдет. Что я еще взяла? Вот такую футболку с этим мужичком. Папайя. Вот здесь такое. Может, это даже и мужская футболка. Но мне уже так все равно. Я взяла, потому что она мне понравилась. Случилось то, что я там обувь намочила свою одну. Она очень давно я ее покупала. И она у меня подошва там треснула, и вода. Случилось. Я просто пошла. Я не знаю, почему я взяла. У меня одна такая пара была закрытая обувь. Остальные все были шлепки. Потом такие на каблучочки были, сланцы. И у меня случилось нотфаль,
непредвиденная история. Я пошла просто вот эти вот а-ля Adidas блестящие купила себе. Но он не хотел, почему все базары, все закрыто в зимний период. Это тоже надо знать, что если в Алане, может быть, там, конечно, открыто магазины вот эти все, а в Ассаларе там было почти все закрыто, только в среду, там, когда мне улетать, должен был базар быть. Но я уже улетала, а мне нужно было в чем-то ходить. И я взяла вот эти вот. Они, конечно, если бы я на базаре их купила, может быть, и за 10, и дешевле. А так мне за них пришлось отдать 15. Ну, я их буду носить. Они легкие, удобные. Почему бы и нет? Они хорошо здесь все прошито. Можно и одевать. Вот. Также я взяла еще. Сейчас скажу. Я уже показывала, может, что-то не видел. Это я уже тьюти-фри взяла. Ну, у Карины сегодня день рождения. Не думаю, чтобы она смотрела. Ну, в воскресенье завтра придет моя дочь. Я им обоим взяла. И своей дочери взяла, Александре, и Карине. Вот этот глаз Фатимы. У моей дочери есть такая лампа, между прочим, с этими перьями. И мне так это понравилось. А в подарок я так плетеная здесь. Здесь так красиво все сделано. Ой. И я взяла им обоим девчонкам. Ну вот. Альины свои я брала уже здесь, в турецком магазине у нас тоже есть. Я их взяла, она мне заказывала. Знаете, есть такое, как молитва. И в такое, я не знаю, можно носить, можно в машину вешать. Я для дома я брала вот 2 пакетика отдельно. Завтра Александра ко мне в гости придет, и я ей отдам. И вот эту тушь для ресниц, я говорила, от L'Oréal, была распродажа. И получается, одна стоила 6 евро. Вот они, 2 штуки, было за 12. Хороший ангиботик. Я ресницы иногда крашу, они у меня очень маленькие, тоненькие. И здесь мне понравилась такая вот щеточка. Я попробую, потом сейчас не буду, покрашу и скажу. Но вот эта щеточка, она вообще супер. Небольшая. И вот именно что-то для таких вот, как у меня, мне кажется, маленьких ресничек. Даже здесь вот нарисована такая вот модель, у которой реснички маленькие. И оно фолуме, оно как делает пышными. 2 штуки. Вот одну я для Ины, старшей дочери, а другую оставлю себе. А для моего сына и снохи тому ничего не было. Для внуков я хотела кое-что приобрести. Но все закрыто, ничего не было. Поэтому вчера я уже зашла. Они приедут ко мне справлять. Я все равно буду дома справлять свой день рождения с детьми. Вот. И я люблю делать своим близким подарки. Просто так. Детям вчера я зашла в Бонприкс каталог. Внукам заказала кое-что из одежды. А еще в Тему посмотрела. Моя сноха и мой сын любят все, что связано с кошками. У них дома у самих было 4. Одна умерла кошка. И сейчас 3 кота или кошки у них там. И моя сноха все любит, что связано с котейками. И я заказала им кое-что из Тему. Как придет, я покажу обязательно. Вот. Да, это, скажу, сколько это стоило. Вот это глаз Фатимы. 17, 2 штуки я отдала. Господи, профессоры не видят вообще без очков. Со штойером здесь, по идее, без налога, да? Потому что я привыкла, что в Германии налог. 17,80 я отдала за 2 штуки. По 8 с чем-то, да, мне получается. Я же когда смотрела, помнила, надо будет мне цену еще убрать. Да. 8,90. Вот, 8,90. Надо будет не забыть убрать. С ценой, конечно, дарить это не очень. Все, убрала. Второй тоже надо убрать. Вот.
подарок, я считаю, ну, кто это как подарки может, некоторым такое не нравится, но я знаю, что Карине, Александре, моей старшей дочери, моей сыну такие вещи нравятся. Это просто как для дома, немножко душевно, думаешь, как защита для дома. Вот. Самое главное, что вы в это верите. Если кто в это не верит, конечно, оно и не нужно, и не надо. Вот, это у меня такая часть насчет моего отпуска, который меня приподнял. А теперь я хочу, конечно, кто послушал об отеле, я его вам посоветую. Вот, смотрите, в YouTube тоже очень много видео есть про этот отель. Я находила, смотрела, вот, и мне понравилось. Там рядом находится центр, можно выйти в центр прогуляться, так что, скажем, отель неплохой. До Алании, если ехать, там почти, ну не все, 30 километров. Если до Конаклы, там тоже есть все эти центры, где я была тоже в отелях, еще ближе. Вот, так что можете и Аланию съездить, если в этом отеле быть, там дольше времени, или Конаклы поехать, там есть. Вот я сейчас тоже с вами говорю, сама зацикливаюсь и думаю, что мне мешает здесь, например, быть точно такой же, какой я была в Турции. Я была более спокойная, была более уравновешенная, принимала вот эти вот комплименты. И вот эта свобода и не свобода. Но в Турции я могла просто пойти на улицу, идти куда я хочу, делать то, что хочется. Тело как будто, знаете, само включалось в поток. Все было естественно. Я шла и на улицу хотела, прям вот рвалось. Я понимаю, что это отпуск, это море, но все равно. Я не думала, естественно, что мне надо что-то здесь делать, что я делаю что-то правильно, что-то неправильно. А вот дома я поняла, здесь надо. Я себя здесь я все заставляю и надо. Ну, надо, скажем, надо с бюрократией бороться, я борюсь. Да, нужно счета платить, естественно, я их плачу. Надо пойти сделать покупки, и это все надо. Не из-за того, что ты так, побежал и все это делаешь, а то, что надо. И вот что надо делает, ну, закрывает. Мне кажется, меня это душит, вот это вот не то, что я хотела бы делать, а то, что надо. И я как будто вниз опять опускаюсь. Свой естественный режим выживания. Это у всех, конечно, происходит. Дело тут, конечно, не то, что с депрессией, но у меня почему-то это еще больше. И у меня появляется внутри опять какой-то тормоз. Просто тормоз. И я просто чувствую, что меня что-то опять дома сдерживает, что нету того, что вот, например, со мной было в Турции. Вот, например, почему бы здесь мне не пойти в бассейн, не пойти в кафе и выпить чашечку кофе, не пойти просто в ресторан японский и купить порцию суши и поесть там, уже в самом кафе. Но у меня постоянно здесь возникает что? Чувство вины. И я не могу это чувство вины себя убрать. Например, чувство вины. Вот я сейчас пойду на себя потрачусь, а вдруг у меня до конца месяца денег не хватит. А что другие скажут, что я там это делаю, там. И вот это именно вот эта привычка, когда я сюда попала, это дело не в Германии, это вот из прошлого, понимаете? Вот, допустим, из жизни с бывшим мужем, где всегда была нестабильность. И да, приходилось экономить и сжиматься. И даже если сейчас получается возможность, это все с того прежнего стоит, вот уже я считаю, в жизни, и все равно оно меня не отпускает. Я, конечно, понимаю, что моя несвобода дома – это не стены. И, конечно же, это не страна, это мои внутренние границы. Никак их не могу побороть. Я их сама себе поставила, эти границы, эти внутренние. Я ничего не могу с этим сделать пока. И просто вот этот страх позволить себе простое удовольствие, чувство, что нельзя расслабиться. Я здесь постоянно как будто вот, стою так вот и боюсь что-то такое для себя даже сделать. Или расслабиться, или быть собой. И меня это, конечно же, делает несвободной.
И, конечно, свобода, она не в той стране, в которой ты находишься, и не в море. Хотя это, конечно, тоже помогает. Свобода – это когда я могу сказать себе: хочу плавать, хочу в кафе, хочу поесть суши. И мне можно действительно это позволить. А я почему-то, когда вернулась домой, я могла тоже собраться, вот хотя бы сегодня суббота, 31 января, сказать: да пойду в бассейн. Нет, меня вот именно чувство вины у меня, если что, где-то еще сидит. Вот. Поэтому канал, конечно же, мне дает чувство свободы. Здесь я такая, какая я есть. Я показываю то, что у меня есть, мою реальную жизнь. И это как для меня точка свободы. Я сама выбираю, что мне делать, какими мыслями делиться, в какой момент я могу снять видео. Я это делаю не из-за того, что мне это надо, а из-за того, что я сама этого хочу, что я ощущаю. От души я это делаю, не из-за того, что мне вот надо это сделать, вот как надо пойти на работу, на нелюбимую работу и работать там со слезами на глазах или со стрессом. Именно вот сейчас с вами я могу выразить то и выражать себя, что я могу быть живой, понимаете? Свободно здесь, даже дома, в Нюрнберге, не находясь в Турции. Вот. И я все время на мысли себя ловлю, что где-то, если ты что-то внутри долго мечтал, и тебе кажется, что это будет нереально, а вот со мной это все произошло насчет Турции, насчет квартиры, насчет моего дня рождения около моря. И мне кажется, что сейчас в моей жизни какой-то барьер, да, все ломается, да, Яша, и будет вообще супер. Правда я говорю? Правда. И вот это ощущение, что можно быть собой, делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, вот это убрать, например, лишнее, это и есть, например, вот эта свобода. Оно вдохновляет. Вот именно вдохновляет просто жить и делать то, что ты хочешь. Да, у меня еще внутри есть такие внутренние страхи, которые надо, может быть, чувство вины, что не может денег мне не хватить. Если я для себя что-то сделаю, я чувствую себя некомфортно. Но я думаю, что надо делать и нужно для себя, если тебе этого хочется. И пусть это даже будет и для вас маленькими шагами, но вы все равно делайте это. Не думайте о том, вот как я тоже об этом думаю, это очень тяжело. Я могу говорить, конечно, и вам советовать, только советовать. Я не какой-то не психолог, ничего. Но я говорю то, что у меня происходит в жизни, то, что у меня со мной. И я поняла, знаете, что, друзья мои, свобода – это не только страна, не в стране это дело, и не идеальные условия. Свобода – это когда ты сам себе разрешаешь быть собой. Когда вы слушаете, что хотите, делаете маленькими шажками, что хотите, то, что делает вас живым. Ой, я по себе сужу, я думаю, у вас также. Мы так долго и много держим в себе страхи, привычки, старые обиды. Но если разобраться, мы все заслуживаем чего? Радости. Радости от жизни, радости от того, что мы можем сделать для себя. И маленькими шажками это тоже считается. Даже если вы что-то сделали для себя, пошли в тот же бассейн, выпили, пошли в кафе чашечку кофе, прочитали книжку, вышли на прогулку. Это и есть, что вы это все делаете для себя, потому что вам это хочется, без всяких оправданий. Вы это делаете для себя, и вам становится от этого на душе спокойнее, лучше. И вы это делаете просто для себя. Да, жизнь не идеальна, я знаю, что есть много препятствий, что получается не все сразу. У меня тоже было столько проблем и столько закомплексованности в себе из-за своей внешности, потому что мой бывший, он последний год вообще меня из-за моей внешности, из-за всего вниз, как говорится, потянул. И я до сих пор комплексую, когда мне мужчины вот даже в отеле делали комплименты, я их принимала, но я как-то, как вам сказать, немножко шарахалась все равно от этого. Как будто я не верила, что я
оказывается, симпатичная, что я красивая, что я Хюррем Султан, да. Но эта мысль почему-то дала какие-то положительные эмоции, вот эти комплименты, они почему-то дали мне чего-то такого хорошего. Вот. Но каждый раз, когда мы себя выбираем, мы приближаемся к нам самим, к свободной, к той персоне, которая тут все равно мужчина и женщина, к свободе к себе. И, конечно, это нас делает счастливыми, это делает нас сильными. Так что я могу вам посоветовать из своего опыта? Будьте чуть-чуть посмелее. Да, я пью антидепрессанты уже очень долгое время, может, они успокаивают меня, но я стараюсь все равно что-то делать. Что-то все равно делать. Маленькие шаги, они помогают. И помните, что ваша свобода начинается, что вы разрешаете быть самими собой. Даже пусть, начиная вот сейчас, после моего видео посмотрели, и пойдите что-нибудь для себя сделайте. На ту же прогулку, если долго не выходили на улицу. Или какую-нибудь книжку возьмите, прочитайте, если вы давно не читали книги. Я так думаю. Но это моя уверенность, я просто поняла это. Что по-другому, как я могу еще жить, если я буду оставаться, топтаться на месте постоянно, что я буду бояться. Я просто там поняла, что я там свободна, я там как вот именно настоящая женщина, понимаете, я даже вот этот вот комплименты давали мне чувство живости. И я чувствовала такое ощущение, вот оно давало мне силы, энергии. Я могу быть собой, наслаждаться этим моментом. И это чувство я просто хочу передать вам, чтобы вы тоже что-то вас вдохновило. Не знаю, я вот именно такое я подумала. Для вас, наверное, это тоже поможет. Мне тоже тяжело очень много чего сделать, но я все равно пытаюсь. Разрешайте себе что-то. Делайте это для себя. Для кого-то мы уже много сделали. Для кого-то я тоже очень много делала. Я делала также для своих детей. Я с радостью это делаю сейчас. Я делала все для мужа, как ему было удобно, и забывала про себя. Экономили на всем, потому что стабильности в деньгах не было. И мало было денег. И поэтому у меня всегда тоже сейчас комплекс вины, что если, не дай бог, я потрачу на себя чуть-чуть побольше, даже если есть возможность, то что? То вдруг мне не хватит денег, хотя это у меня все закрепилось вот этими моими старыми моими, и тело так реагирует. Да, я знаю, что я сейчас пару дней я отойду, потому что если бы я над собой не работала, если бы что-то я не принимала для себя, выводы из жизни, я бы, мне кажется, еще бы где-то уже в какой-нибудь клинике психиатрической была, честное слово. Вот. И когда вам навязывают свои критерии, потому что в комментарии мне тоже там один написал, нечего по ресторанам ходить, лучше бы пошла на фитнес. И нечего там в париках и в очках, это не дает. Я делаю то, вот я сейчас поняла для себя, буду делать то, что мне нравится. Если я одену парик, я одену очки и буду ходить снимать видео, но мне это нравится. Почему? Я должна делать то, что мне должны говорить другие. Вы мне можете посоветовать и сказать, что да, неплохо, спорт тоже помогает. Я всегда говорила, что спорт мне помогает, но это делать буду, когда я захочу, когда я приму это решение. И мне от этого решения принятого я попробую. Если мне спорт не понравится, я не буду делать, я буду искать другое решение. А если я снимаю видео, и это мне помогают ваши комментарии, мне помогает канал, я с удовольствием вот это направление, например, пожить какой-то период в Турции, и также по отелям поездить. Мне нравится, я чувствую, что это мое, понимаете? Это мое. Я всегда со школы была такой активисткой, мне нравилось общение с людьми, что-то им делать, что-то организовывать. Я ушла с того пути, и в Германии я себя дальше не реализовала. Вот. И я работала лагерь-арбайт, я на складах работала, на монтаже работала, господи, где я только не работала. Я
сделала все, чтобы дети выросли, чтобы дети были сами, они выросли, работают, счастливы. И охота теперь, чтобы я сделала то, что я по пути потеряла. Пусть даже мне сейчас 55, я считаю, что о возрасте никогда не задумываюсь, я его никогда и не стыжусь. Вот. Но я думаю, что есть у меня время пожить так, как я хочу. В парике я, в очках я, спорт, не спорт, диета, не диета. Я считаю, что я теперь буду для себя выбирать. И просто я вам говорю, делайте, старайтесь. Конечно, у вас есть близкие. Я ничего не говорю, что вы не должны там сразу же переключиться на себя. Кто меня... Я думаю, что тот, кто переживает такие, как я, жизнь, они меня точно поймут. Вот это некоторые не понимают, как это быть эгоисткой, быть для себя. Очень просто. Очень просто. Делайте то, что вам нравится. Вам нравится. Не надо подстраиваться под чужое мнение. Некоторые говорят, да, кто живет муж и женой, тоже мне писали. Мне кажется, Светлана, да, комментарий она тоже не могла понять. Да, мы же муж с женой, мы под друг друга должны подстраиваться. Если это у вас обоюдно происходит, пожалуйста, вы можете подстраиваться. Если вам приносит это, вы можете спокойно, без скандалов, допустим, какой-то у вас появилась тема для обсуждения, и вы, допустим, обсуждаете ее и не доходите до оскорблений, когда вы начнете, например, один будет одно говорить, один другое, и вы не, ну как, если у вас в идеале все подходит, и вы к обоюдному решению приходите и покупаете вещи вместе, вы готовите вместе, вы дома что-то делаете, воспитываете детей вместе, у вас все вместе. А если вы при дискуссии какой-то темы доходите до оскорблений, до унижений, и не дай бог до рукоприкладства, то я думаю, никакого не надо подстраиваться ни под кого. Не надо. Поэтому кто живет нормальными, счастливыми, уважительными отношениями, конечно, никогда не смогут понять тех людей, которых из-за какой-то простой темы, ну, я не знаю, какой темы, давай, допустим, я хочу вот это вот кушать, а ты вот это. И вот из-за вот такой маленькой проблемы может развиться такая ссора, что ты в итоге услышишь все, что он про тебя думает. Твой близкий человек, скажем, не в хорошем оскорбительном тоне. Вот. Или скажет, господи, что ты на себя нацепила, у тебя что, лучшего нету. А вот если ты светлый цвет волосы, блондинку себе сделаешь, покрасишь, как говорю мой бывший муж, я тебя вообще любить перестану. Красься только в темный цвет. И я это делала, и я поэтому говорю тем, кто живет хорошо со своими близкими, дай бог им дальше так и быть. Но кто живет, просто пристраивается и страдает от этого, наверное, навряд ли кто поймет. Вот первую часть я сделала, наверное, для тех, кто про отель хотела услышать сейчас такое. И рассказала, что меня там вдохновило, и что бы я хотела, и хотелось бы здесь, в Германии, себя более живой чувствовать. Но еще препятствия к этому есть. Но я буду бороться дальше, мотивировать дальше вас, кто в таком же состоянии находится, повторюсь, не все. Потому что на мой канал сейчас заходят те люди, у которых нет никаких психологических проблем, они просто, как говорил мой психолог на реабилитации, представьте людей, которые живут, чтобы вы сделали, если люди в нормальном положении, я еще так не могу. Также те люди, которые в нормальном положении, здоровые, да, без проблем, там, без всяких панических атак или депрессии, не могут многие понять таких людей, как мы. Вот, поэтому с этим я с психологом никогда не соглашусь. Как бы я сделала, если бы я была здоровой? Но я в таком состоянии сейчас, что я могу с собой сейчас поделать? Я делаю еще то, что мне подходит. Я ищу те пути выйти в нормальное состояние, что меня делает счастливой и, как говорится, спокойной. Вот. Немножечко тоска, конечно, есть по морю, вот, и по вот этому ощущению свободы. Но я думаю, что я в том направлении, и также советую вам найти то, что вам нравится. Сколько бы вам лет не было.
От этого вообще не зависит. Некоторые говорят, кто постарше, молодой, ой, я такое прожил, я такое пережил. Вы знаете, что бывает и для молодых людей тоже очень такие проблемы, что я иногда думаю, вот мне когда было 30 лет, там, до 30, мне тоже тогда, может быть, нужна была психологическая помощь, и я бы пошла совершенно другой дорогой. Просто я боролась сама, нельзя обращаться, стыдно, неприятно, что другие скажут. И когда ты сам борешься, не справляешься, то из-за этого стресса, психика, ты вообще дуду и упал. А подниматься тяжело. Поэтому, если у кого какие есть проблемы, это не стыдно пойти к профессионалам, и просто они дадут тебе профессиональную помощь. Не все могут в одиночке справиться. Я не знаю. Нет, я по себе сужу. Может быть, я не знаю чего-то еще, но я рассказываю свою жизнь. Поэтому спасибо, кто меня до этого момента посмотрел. Мне, конечно, на эту тему иногда философскую, психологическую говорить тяжело, потому что я своими словами говорю, может, не так умно, не так профессионально, но я говорю от всей своей души. Вот. Так что начну приходить опять в эту свою повседневность, в жизнь. Все-таки, может быть, когда-нибудь себя переселю, и пойду я все-таки выпью чашечку кофе. Или же и чашечку кофе, и суши поем в японский ресторан. Одна. Вот. Высказалась Лариса Геннадьевна. Наговорилась. Все. Так что, дорогие мои, спасибо вам за то, кто меня смотрит. Спасибо, что вы меня поддерживаете, что вы мне пишете комментарии. Это на день рождения мне столько написали людей, что я даже не ожидала. У меня столько поздравлений, у меня аж слезы на глаза, честно говоря, от радости. От радости появлялись. Почему? Потому что я действительно чувствовала себя... вот как вам объяснить, что я... не зря веду этот канал, и он мне помогает. И вот эти ваши поздравления, они мне столько дали положительных эмоций, что я чувствовала себя вот точно Хюррем Султан. Теперь я к себе эту кличку привяжу для себя. Делать то, что нравится. Вот. Так что почему бы и нет. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Теперь повседневная жизнь пока. Надеюсь, что в будущем все у меня в жизни будет меняться так, как я хочу, как я планирую. Даже если маленькие будут задержки, лучше потихонечку все это делать. И все будет. Главное, чтобы двигаться. Главное, чтобы было движение. Так что пока-пока. До следующего видео. Ваша Лариса.